Коротко о том, что произошло сегодня. В 5 часов вечера была запланирована, инициированная МИДом и министром иностранных дел встреча в медиацентре, куда были приглашены 4 гражданина, которые сталкиваются с задержаниями, хотя список тех, кто изъявил желание встретиться с министром, гораздо больше, но были приглашены 4 гражданина. Вчера остальные участники этой инициативы опубликовали обращение через СМИ и передали его по телефону секретарю Министерства иностранных дел эти требования, на что был получен ответ, что во встрече будут участвовать 4 указанных гражданина. Сегодня эти граждане пришли, некоторые из них ехали сегодня из Очимчира, то есть к 5 часам вечера они уже были здесь, мы пришли тоже со своей стороны поддержать. И лишь к 5 часам вечера, когда мы сами позвонили секретарю, нам сообщили о том, что встреча была отменена депутатом Алхасом Барцыц. Далее сам Алхас Барцыц приехал сюда, когда узнал, что граждане собрались, и сказал, что он не мог отменить встречу, которую он не организовывал. Затем мы снова обратились к личному секретарю Инала Батовича, которая связывалась с этими гражданами, и сообщили о том, что, во-первых, Алхас Барцыц здесь, и он не подтвердил, что он отменил встречу, и, во-вторых, мы хотели узнать, почему этим гражданам, которые сегодня должны были участвовать в встрече в медиацентре, не сообщили о том, что встреча отменилась. Личный секретарь Инала Батовича не смогла ответить на этот вопрос и сообщила о том, что министра нет на рабочем месте. И на этом звонок окончился. Итог. Граждане, которые были приглашены сегодня на встречу, инициированную МИДом, были здесь к 5 часам. Граждане, которые также подвергались задержаниям и хотели увидеться с министром, они тоже были здесь. Алхас Барцыц прибыл сюда, как и 2 других депутатов, но министр не явился на встречу с гражданами. Я так понимаю, даже не сказал причину. То есть эти 4 граждан, которые были в списке, утвержденном МИД для встречи, они не были осведомлены о том, что встреча отменилась.